Кто стихи рассказывает. Всем привет, 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 привет. Так, это что у нас? Это Арбат, город Владивосток. Такая улочка прогулочная. Так, кто-нибудь есть? Нету никого. Никого нету, никого. Ну, тут люди ходят, тут гуляют. Можно на лошадях покататься. Ну, вот это обычное. Тут с крыльями такие ходят еще. И с этим, как рог, единороги называется. А еще они светятся. Такая световая. Вот так вот тут красиво все сделано. Лампочки висят, гирлянды вот так навешаны в большом изобилии. Вот отсюда, вон до туда. О, 2 человека уже. Радует, радует, радует. Что у меня рука стынет, ё-моё, надо эти. То я уж подключил телефон к пауэрбанку. Что-то сел. Да тут, смотрите, снег 31-го выпал. Как раз накануне Нового года. Но температура минусовая, поэтому он как бы не тает так сильно. Как бы не тает сильно. Поэтому снег лежит, и даже местами где-то скользко, местами там даже подтаивает. И, соответственно, гололед такой неприятный. Что ходить надо аккуратненько. А я тут на лавочку присел. 1 лайк, супер. Вон там сувениры продают. Сигареты, папиросы, табак. Что хотите, короче. Ход. Кот. Не вижу без очков. Ну, если туда идти дальше, там можно на набережную выйти. Тут стадион Динамо 1923 года. Ну что, 100 лет стадиона. Считайте, построили. Вот такая вот красота. Почти как в этой Москве, да? Там есть улицы тоже такие. Да там много в Москве улиц, которые вот так вот украшены. Богато. Ну и сейчас мода вот это вот вешать, она во многих городах. Вот такую иллюминацию свисает. Вот тут гирлянда навешана, тьма тьмущая. Ну тут все. Вот обязательно надо всем сфоткаться. Я ненадолго вышел. Сейчас тут немножко проверю, как качество, потом посмотрю, как качество и, соответственно, пробно. Сейчас у нас YouTube-то что-то совсем уже стал не тем, что раньше, поэтому чисто так для проверки. Да, вам немножко показать вот такую красоту новогоднюю или не новогоднюю. Ну, новогоднюю, правильно, еще же Рождество будет православное, и еще Старый Новый год до 14 числа еще праздники. Так что всех поздравляю с праздниками прошедшими и которые еще будут. Ой, что-то рука подмерзает у меня. Так, The Only Thing написал. What the fuck? Это где? Это год
город Владивосток. Владивосток. Это крайняя точка такая на карте России. Ну, есть еще крайнее, там Чукотка, Анадырь, Сахалин, ну, это как бы Петропавловск, Курильский, но это тоже считается как бы крайняя точка. Тут вот, в общем-то, до Японии рукой подать, Кореи тоже тут рукой подать, до Китая тут рукой подать. Ну, такая точка, форпост на дальневосточный. Как говорится, тут столица Дальневосточного федерального округа считается. Владивосток. Ну, жителей, насколько знаю, тут 600 тысяч, что ли, живет. Пальцы замерзают. Так, что дальше пишут? Тимиш, а куды ты приперся? Ну, где он? Видите, холод. Это Дальний Восток, самый край мира, как говорится. Дальше уже там, ну, там Япония еще на краю, да? Ну, в общем, самый край, как говорится, страны. Город Владивосток. О, какая красота. Тут вообще сел, тут наслаждаюсь. Прямо новогоднее такое настроение у меня. На лавочку присел. Лавочка деревянная. Надеюсь, не застужу себе одно место. Радикулит. Посижу немножко. Так. Это что за город? Владивосток. Владивосток, как вы не знаете, это Арбат Владивостокский. Вот тут, смотрите, сегодня выходной, но праздник. Вот тут, смотрите, селфи, все делают селфи. И такие надевают новогодние всякие наряды и делают селфи, мелфи. Вон в ту сторону, если идти, в наклоночку туда вниз, там к морю можно прийти, и по морю тоже можно походить. Короче, там море замерзшее, и по нему люди ходят. Представляете? Ну, минус где-то 5 градусов, я так думаю. Или минус 2. Сейчас, ну, тут прогулочная улица вот такая вот. Арбат местный, Владивостокский. И тут толпа людей, людям делать нечего. Засиделись за выходные, тут ходят, тут немножко косточки свои разминают. Сколько можно сидеть в помещении. Ага. Ну, тут благо во Владивостоке тепло. Всего лишь минус 2, минус 3, минус 5. Ну, ночью, по-моему, до минус 10. А так, днем тут так 0 градусов, где-то так, минус 1. Ну, короче, откуда я приехал, с Якутска, да, тут, конечно, это, блин, очень жарко здесь. Там у нас минус что-то 50 было, тут жарень минус 2. Как будто бы где-то в другом месте. Ну и здесь такой воздух, конечно, более мягкий. Тут морской климат такой. Ну, ветров таких каких-то глобальных тут в городе я не чувствовал. Ну, в принципе, бывают ветерок, тогда особенно когда к морю подходишь, там ветерочек такой поддувает временами, бывает. Поэтому, в принципе-то тут надо курточку вот такую тоже, курточку, шапочку, варежки. Был тут в новогоднюю ночь на площади, где у них главная елка стоит. Столько народу было, тьма тьмущая. Кто не видел, я вот снимал, там есть на канале пару видос есть там. Потом я эти шорты поснимал. Так, что еще пишите? За землю республика Зеленый Клин. Зеленый Клин? Не знаю, что за Зеленый Клин. Привет, ты Москва и москвичи. Нет, какой Москва, москвичи? Это Владивосток, город Владивосток. Вот стримлю пробно. Тут как вообще качество. Сейчас непонятно, что с этим ютубом.
Все его пытаются, короче, на него крест хотят на нем забить на этом ютубе. Вот. А я что-то не хочу вообще уходить. У меня таких идей даже нету. Площадка, в общем-то, удобная. Ютубы смотрят со всего мира, что людям же надо показывать, в общем, как живут в России. Почему нельзя? Пускай смотрят. Вот, смотрите, как красиво все. Шикардос, да? Откуда стрим из Бали? Нет, какая Бали. Это город Владивосток еще раз. Ты откуда? Я сам. А там посмотрите каналы. Я с Якутска. Вот приехали мы тут на выходные деньки. Как бы. Там у нас минус 50, а здесь минус 2. Чувствуете разницу, да? Здесь можно вон по улицам походить. Я даже сижу на лавке. Видали, да, сижу. Надеюсь, я ничего там не отморожу. Минус 2 градуса. Ну, смотрите, вот, руки без перчаток, ничего не замерзают, в принципе. Ну, хотя немножко подстывают, но по сравнению, допустим, как вот у нас в Якутске, что ты перчатки, рукавицы снял, и у тебя сразу же вот это вот за минуту буквально пальцы уже начинают трещать, и кожа, вот смотрите, там какой-то кабак, что ли, вот тут напротив. Там народ что-то какой-то. Ну что, надо же отдыхать людям, в общем-то, эти выходные. Не зря даны. Не все же могут на Таити поехать или в Таиланд. Куда там еще ездят? В этот. Дубай. Не всем же это сейчас, тем более, все подорожало. А тут как бы это Владивосток, тут так по бюджету. Ё-моё, кто-то прервалась, кто-то пытался мне звонить. Ну ничего, хорошо, тут можно, в принципе, походить, погулять вот по улицам, куда-то можно даже еще забраться там. Ну так, город красивый. Ну как бы особо-то делать тут нечего, да, но все равно прикольно, да. Вот тут и рестораны всяких этих кухонь азиатских есть. Можно покушать еды, это морских всяких раков, крабов, вот этих животных, моллюсков всяких. Тут ловят, и в принципе и краб продается красная там. Сегодня смотрела на рынке эту икру. Короче, кило стоит, получается, полкило. Ну там по килограмму нету, по полкило банки 4700. 4700. И можно 250 грамм банку купить. Это получается 2300 где-то вот так. 2300 банка. Вот эти вот крабы есть. Всякие там, вот это что любят кушать. Тут, в принципе, можно взять, поесть их. Все тут ловится рядом, потому что как бы... Так, что дальше пишите? Это у них единственная освещаемая улица? Нет, это вот Арбат. Это Арбат, вот, как, по примеру, в Москве же есть Арбат. Ну и в других городах тоже стали делать такая прогулочная улица, чтобы люди гуляли, вот как бы ходили. Тут фонтаны летом, вот, ну, сейчас они закрыты. Тут всякие разные заведения вот тут вот, в этих домах. А вообще это вот дома старинные, это постройка начала 20-го, конца 19-го, ну где-то начало, начало 20 века. Вот тут, я знаю, дома 18-го года постройки. Еще раньше даже есть. Тут говорят, квартал такой в этом
там в районе миллионка. Тут китайцы жили, значит. И причем их так много было, что их просто не сосчитать. Их было миллион, короче, их называли, поэтому квартал этот миллион. Тут такие исторические вот эти здания. Ну, вот снаружи они обделаны так, да. А если туда зайти сзади, да, то там вот такой голый кирпич красный, ага. И все вот так вот прекрасно видно. Ну, в те времена тут, короче, они жили, их было очень много. Тут даже, говорят, полицейские сюда не заходили, боялись, как бы. У них тут свои какие-то законы были жуткие, короче, и вот, ну, потом успешно, короче, уткаются. Потом при советской власти их отсюда, видать, попросили. Ну и уже более-менее стало нормально, как бы. Ну, вообще Владивосток красивый город. Такое строение, вот чем-то Питер напоминает. Вот это центральная, я имею в виду, улица, вот, которые центральные улицы, старинные вот эти здания. Как в Питере примерно, вот так вот все сделано. Ну и вот эти дома, квартиры, они, конечно, такие высокие, потолки метров по 3,5. Метра по 3,5. Ну, кстати, в них дышится хорошо, не то, что сейчас в этих современных там сделают 2 метра 50 сантиметров или там, что-нибудь 2,70, и это самое, воздуха не хватает, еще этот сделают подвесной какой-нибудь потолок натянут, еще пространство меньше, и дышится хуже, соответственно. Так, что там? Ночь? Нет, сейчас, знаете, здесь у нас, сейчас я скажу, сколько времени. Сейчас времени 7 часов 21 минута. Владивостокское время. Вы читаете 7 часов и получите московское время. То есть сейчас в Москве у нас 12 часов дня. А во Владивостоке 7 часов 21 минута. Вот такая разница большая между Москвой и Владивостоком. 7 часовых поясов. А отсюда можно, кстати, уехать. С Владивостока можно уехать в Москву по Транссибирской магистрали. Транссиб, так называемая. Тут даже знак такой стоит, как бы нулевой километр. Ну, там написано 8 тысяч, что-то, ну, или 9 тысяч километров, короче. Ну, там с чем-то. Я уж точно не помню, но дофига, короче. Вот царь построил в свое время вот эту Транссиб, которая соединила Дальний Восток с центральной частью России, как бы. Таким образом, магистраль вот такая. А сами знаете, что, ну, вот эти магистрали железнодорожные, все это у нас как кровеносные сосуды. То есть сразу вдоль этих дорог жизни и так далее начинает, ну, транспортные узлы всегда там люди жили, потому что удобно. Вот, ходят. Что-то я уже подстывать стал. Подстывать надо будет вставать. Сколько сейчас времени там? 9 часов 23 минуты. Ой, каких 9? 19:23. 7 часов 23 минуты. Вот такое. Не Владивосток, а Ляо Джин, бухта зеленых огурцов, исконно китайский город. Ну, не знаю насчет такой теории, ага. Ну, тут китайцев, кстати, их хватает, ага. То есть, как бы, это дружественный Китай к нам страна, в отличие от Японии, да, и Кореи. Сейчас тут, поэтому в основном китайцы и присутствуют, ну, как туристы, ага. Ну, хотя сложно отличить, допустим, Китай
отличить вот сложно от, допустим, того же корейца. Ну как вот мы. Только по одежде как-то, ну, китайцы, по-моему, более так скромно одеваются как-то, ага. И ходят, они любят ходить, они, у них группы такие, человек по 50, ага. Их много, как бы, ага, и они вот так вот любят такими группами ходить. А так внешне, ну, может, как-то еще по языку отличить, а так очень сложно, в принципе. Поэтому і краще прийти Вадзика Гришка якось Экстримова. Ну пускай он приезжает сюда, смотри, тут как цивильный. Причем Владивосток, тут же море тоже, очень похож на Ялту. На Ялту похож. И тут вот море, порт, там вообще такие корабли стоят, вообще капец. Тут же бухта целая, Золотой Рог, и там тут морпорт гигантский, тут, значит, вот с Японии привозят машины, вот японские, тут очень большой рынок. Ну, короче, такая вот логистическая точка, очень интересная, ну, активная, да, все время Владивосток, как бы. И это центр федерального округа, столица, как бы, поэтому стратегический пункт, тут форпост, тут эти батареи есть, вот эти вот вооруженные, там пушки стоят. Ну, в свое время они были построены при царе еще, так как бы, а сейчас-то уже, в принципе, немножко по-другому все это идет, но вот можно походить, полазить по этим батареям, там где-то, ага, есть эти локации. Тут даже где-то вот там вот батарея есть. Надо будет, кстати, сходить на нее. Так, пускай приезжают, тут вообще классно. Я не знаю, что люди в Владивосток не едут, а надо ехать, отдыхать здесь, воздухом дышать. Чистый воздух здесь с моря дует. Я сейчас к тебе поеду, Виктория. Да, поезжай. Это Москва, да. Всем привет, дорогая Евгений. Всем привет, да. Привет тебе. И это город Владивосток. Сейчас у нас тут 7:30 времени вечера. Уже закат был. Смотрел солнце на закате, конечно, на фоне Золотого моста. Это вообще что-то нечто, конечно. А сейчас люди здесь гуляют, бродят. Людям что делать в выходные до какого, ну, по 8 включительно. Поэтому вот шарахаются по этой улице. Вот так оформлено в стиле Арбат. И так называют Арбат, значит, соответственно, улица для прогулок. И вот здесь вот всякие разные кафешки, магазинчики для туристов такого плана, значит. Все тут вот любят фоткаться, селфи, мелфи. Он туда дальше, если вниз идти, там будет уже море. Можно выйти на лед, по морю походить. Ну, там прогулочная тоже набережная спортивная. По ней можно походить, погулять. Надоедает же дома сидеть там, оливье там, кушать эту одну, с шампанским запивать. Можно погулять. Ну тут еще локация, там еще в центре, где памятник этим революционерам, там горки ледовые, потом там, что у нас там ледовый каток и еще что, у нас там елка стоит, ага, елка, вроде бы все, и там очень много, значит, ну там с детишками приходят и, соответственно, там проводят. То есть им ледянки эти берут, покупают, и, соответственно, они там время проводят. Ну, тут вообще город красивый. Если наверх куда-нибудь залезть, на какой-нибудь холм, то можно понаблюдать, довольно красивые новые современные здания строятся. Это тут местечко такое, начало 20 века постройки, дома.
кирпичные, ага. Ну, снаружи вот так, они выкрашены так вот красиво. Фасады у них, конечно, ага. А там вот сзади зайдешь, там ничего не обделано, кирпич вот такой красный, ага. Все вот эти коммуникации, они как бы наружу. Так, что там дальше? Привет, Константиновна, привет. Зима пришла. Да, тут зима, тут же снега не было вообще. 31-го только в ночь накануне выпал снег, получается. Ну да, с 30 на 31 порадовал вот этот снежок. Выпал он тут, видите, да, снег лежит. Ну, потому что минусовая температура, он особо не тает. Тут ночью до -10, а днем так -2, 0 градусов. Немножко подтаивает, а, и поэтому такая корочка ледяная и скользкая. Вот. Я тоже с Якутска. Привет. Гитарист. Здорово, здорово. Привет из Уфы. У нас +2. О, +2. Ну тут примерно так же во Владивостоке. Ну тут минусовая, правда. -2 днем, до -10 ночью где-то так доходит. Осадков нет, осадки были. Вот снег немножко тут выпал накануне и все порадовал людей, то что действительно как бы, ну как елка без снега, Новый год без снега, это что-то как-то странно, да, нам кажется, да, кто привык к снегу. У нас везде красиво, Евгений, Россия, да. Согласен. У нас можно вообще по всей России ездить, и во многих местах будут красивые какие-то места, интересно посмотреть. Единственное, конечно, что вот холод, да, холодный у нас как бы вдоль ледовитого океана, да, страна простигает, ну, расстилается, поэтому как бы холод, да, холод, в общем. Поэтому если вы зимой хотите тепло, но вам надо куда-то ехать из России куда-нибудь, Таиланд, там еще куда-нибудь, Дубай, там, и там вы можете погреть свои кости так вот, ну. А здесь, в принципе, по сравнению с Якутском, во Владивостоке вообще жара. Потому что там было, я улетал, -50 градусов. -50. Туман, жуткий туман, ничего не видно вообще, ничего. Раньше, я помню, это самолеты вообще с якутского аэропорта не взлетали. Они откуда-то с Магана, там, где это, ну, повыше, и там облачности такой нету. А Якутск же, он получается, он как бы находится в низине, в пойме реки Лены, и постоянно покрывается туманом, когда за -40. Это вот обязательное явление такое. Обязательно. И аэропорт, это не просто, он сколько, 3-5 километров от центра всего. Поэтому залетают они с этого облака и садятся туда же. Часто задержки по этой причине, там отогревают эти самолеты, там еще чуть-чуть температуру, ну, не знаю, всякие технические. Поэтому в это время так. Так, у нас везде красиво. Тарасовым из Владивостока привет. Ага, привет. Это Керчь, Зеленоград? Нет, Керчь, это Владивосток. КУИС-РБ, СПБ. Привет, СПБ. Смотрите, как в СПБ как будто бы, да? Смотрите, да, такие же дома старинные. Ну, в СПБ там даже старее, да? Ага, ну, вот здесь вот архитектура примерно такой же стиль. Передайте, пожалуйста, так, Франкис Куркуджан. Правильно, нет? Передайте, пожалуйста, привет. Меня зовут Гена Цидермян. Гена Цидермян. Привет вам из Владивостока. Привет, с Новым годом. С новым счастьем. Мухаммад Ибрагим. Привет, Мухаммад. Букварно. Это Махачкала, улица
Накского. Где? У вас? Не, это улица Арбат. Адмирал Фокин такой был, по-моему. Фокин, адмирала Фокина, Арбат. Это Волгоград. Нет, это Владивосток. Владивосток, крайняя точка Российской Федерации на Дальнем Востоке. Еще в принципе Петропавловск-Камчатский, да, но это здесь вот на юге крайняя точка, форпост считается. Тут благодаря географическим, значит, вот этим, то есть он как бы в бухте находится, Владивосток, укрытие тут, то есть его сделали форпостом, удобно обороняться, да, как бы на случай каких-то. Поэтому город тут как форпост, да, где он был. Передайте, привет, меня зовут Гена Цидермен. Привет, Гена Цидермен. Ты сейчас в будущем, получается, да, у нас плюс 7 часов по сравнению с Москвой, плюс 7 часов. У нас сейчас время сколько сейчас? О, боже мой, 7:35, ага, 19:35. А в Москве сейчас 12:35. Угу. В будущем. А на Камчатке уже 21. Да, вот Камчатка, кстати, еще дальневосточнее, как бы восточнее находится. Привет, Ольга. А на Камчатке уже 21:21. Владивостоку привет огромный. Спасибо. Ольга, вам тоже привет. С Владивостока. Привет из Воронежа. Привет Воронежу. У нас 12:22. Ну вот, да, у вас московское время. А что сюда не приехали? Давайте приезжайте все в Владивосток. Тут интересно. Смотрите, какая улица интересная. Эти вот висят висюль такие, как в Москве. Кто был в Москве, там тоже вот рядом с Красной площадью вот улица есть. И так вот она вся увешана. Ну, тут прогулочная, тут люди гуляют. Я вот сижу на лавочке такой деревянной. Так, сейчас вставать надо, а то мне нельзя долго сидеть. Привет. Передайте, пожалуйста, мне Гена Цидермен. Привет, Гена Цидермен. Арбайт Айп. Сообщение удалено. Привет из Южной Кореи. Ольга. Привет, привет. Южная Корея. Что за город? Владивосток. Максим, привет. Ой, кто-то эти запускает петарды, что ли. Ну, тут, кстати, в новогоднюю ночь как бы таких шибко празднований-то не было, но все равно люди собрались на центральной площади в 12 часов с боем куранта, значит, там послушали президента, ну и это кто-то приносил шампанское с собой, там, короче, шампанское распивали, там, ну так, короче, по-скромненькому, да. Ну, людей было очень много, полная площадь. Там Борцов революции называется она. Причем, заметил, очень много иностранцев было. То есть там негры, ага, ну, афроамериканцы, да, потом много с Азии, потом с индусов много, тоже с Индии. Что тут делают? Может, учатся студенты или кто. Тут же много всяких учебных заведений. Тут же, кстати, находится на острове Русский Дальневосточный федеральный университет. Там кампус вот, построили в свое время там, значит, перед саммитом, который проходил, по-моему, в 2012 году, по-моему, в это время, мосты и там вот это вот здание Федерального университета Дальневосточного, поэтому тут студентов много, и, видать, из-за границы тоже приезжают, ну, может, кто-то работает таким образом. Так, да, Владивосток, привет из Израиля, привет Израилю, привет, привет, Паша Датик, ага, привет, Давлат Хасанов, привет.
О, Лариса, здрасте, привет. Здравствуйте, привет. Владивосток из Киргизии. Привет, Киргизии. Лариса, вы Евгения Шевченко знаете, из Владивостока блогера. Ну, не шибко, как бы, что смотрю вот так вот иногда, да, но так вот, чтобы конкретно знаком был, нет такого. Тима молодец, успел выбраться из тумана. Да, 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 вы что, у нас там такой жуткий мороз, минус 50 градусов в Якутске. Вот я сюда прилетел, тут даже дышать можно. У нас там дышать на воздухе даже невозможно. Ага. То есть такой сухой, холодный, он тебя просто обжигает. Обжигает просто носоглотку, ага, легкие. Если там побудешь какое-то долгое время, то, не знаю, еще можно на улице. Поэтому у нас зимой только в помещении сидеть можно, ага, и все, особо не погуляешь. Ну, детей выводят, так их укутывают, как это, знаете, да, 100 одежек там одевают, шарф такой, там одни глазенки только торчат и все. А здесь он хоть погулять можно, я сижу полчаса вот на этой, и в принципе нормально все. Ну вот видите, тут люди ходят, фоткаются. Ну тут зона такая селфи красивая, потому что красивые люди вот отдыхают. Сегодня какое у нас третье, еще по 8 число же, да? Правильно, отдыхаем. Так, ладно, я встаю. А то что-то похоже я себе застужу одно место. Все-таки как бы деревянная, да, лавочка, но давайте с вами немножко прогуляемся. Деревянная, но все равно прохладненько сидеть. Смотрите, табак. И смотрите, кто тут табак продают. И смотрите, это у нас Рузвельт, да? Нет, не Рузвельт. Фу, блин, этот. В шляпе-то. Черчилль, точно. А это Фидель Кастро. Знаете, что их объединяет? Вроде бы они там с разных лагерей, да? Этот социализм, этот капитализм. Но они все курили табак. Табак, сигары курили. Кубинские. Да. Так. Ой, сейчас наверх немножко покажу вам архитектуру здешнюю. Ну, здесь машины не ездят, но вот так вот все равно кто-то заезжает выборочно. Тут интересно, смотрите, сейчас вам покажу. Вот эти проходы, они расписаны довольно таки. Смотрите, как расписаны. Прикольно, да? Вот этот проход такой в доме. Ну как делают. Ага. Смотрите, какой рисунок тут обалденный. Вот тут, кстати, вот это Владивосток. Тут основные достопримечательности. Маяк. Вот памятник на площади борцов революции. Вот этот, ой, как он называется, Николай II его еще. Так, вот мост на остров Русский, да, вот этот. Это что, змея, что ли, какая-то? Ага, дракон. Дракон. Вот смотрите, голова дракона. Голова дракона. Китайские чего? Слухи. Тут улица вот какая-то интересная. Улица. Люди тут же выходят. Она темная вообще. Тут, кстати, был квартал Миллионка. Почему, знаете, Миллионка? Тут миллион китайцев жило. И их, короче, нельзя было сосчитать, поэтому квартал так называли, Миллионка. Тут даже полицейские сюда не заходили, они боялись заходить. Ага, ну, это еще при царе Горохе было, когда. Ну, вот такие вот тут строения. Где-то подсветка есть какая-то.
Мина Хотель Арбат. Видите, Арбат. Покажу вам тут эти места интересные. Ну, тут вообще страшновато ходить. Ну, сейчас-то безопасно, конечно. Но раньше, наверное, когда-то было тут страшновато. Вот такой туннель. Лампочки так. Так, и с другой стороны сейчас вот этот рисунок вам покажу. Так, солнце, да? Что это? Лампочка. Лампочка. Так, это кто такие? Три девицы. Три девицы, и у них в руке бокал с вином, наверное, что ли, ходят слухи. Пиво, да, или что это они тут делают? Короче, нехорошими делами какими-то занимаются. Распивают спиртное и о чем-то базарят. Сюда что-то такая же. Кто такой? Не понимаю. Бутылки какие-то стоят. Видать, тут винное какое-то заведение. Так, дальше идем. Сейчас я остановлюсь и почитаю, что вы там пишете. Тут где-то лошади должны стоять. Так интересно, они приделаны, потом, которые светятся, кстати, в темноте. Тут, кстати, я заметил много магазинчиков, где табак и вот этот кальян, всякую вот эту вот для курения продают. Смок Доналдс. Угу. Лестница куда-то ведет, подсвечена вот так вот она. Вот смотрите, тут снег, который еще остался с 31 декабря. Лампочки прикольные. Можно, кстати, немножко подняться, я думаю, да? Вот так вот поднимемся мы. И там какое-то заведение. Я вот отсюда повыше. Можно подняться, вот эти с высоты поснимать. Арбат Владивостокский. Как, кстати, качество-то? Так, красиво. Тут из Башкортостана. Кем он успел выбраться, да. Здесь, ну, сейчас минус 5 где-то градусов. Минус 5, тепло. Ну, по мне так и вообще, как бы, тут жара. После Якутска контраст вообще поразительный, конечно. Теплынь такая. Ага, выходишь, когда с самолета. У нас, когда в Якутск прилетаешь, выходишь с трапа, сразу такой обжигающий холодный воздух. А тут климат морской, более влажный, соответственно, он более мягкий такой. Вот люди ходят. А вон там, смотрите, лошадки. Сейчас я к ним спущусь. Так, здесь качество более-менее нормальное. Сейчас у нас YouTube что-то пытаются совсем зажать, но как-то не хотелось бы. Площадка-то, в принципе, позволяет показывать всему миру, что у нас все хорошо. Изолироваться — это как-то самоизоляцию делать все-таки неразумно, по мне так. О, лошадки вот какие. Тут все фоткаются. Ну, красиво, вот эти вот повесили гирлянды. А вот лошади.
здесь вот лошади. Еще у них вот эти вот светящиеся крылья. Вот только к этому Блестит. идем. Ну, деткам интересно покататься. Можно тоже, кстати, сесть и вот фотографироваться на эту лошадь. Ну, есть маленькая лошадка, есть побольше. Вот как она, у нее даже это самое рог и это самое разноцветными этими переливается. Ну, вообще шикарно. Смотрите, как здорово сделано. Ну, видали, да? Вот, приезжайте на таких, будете лошадках красивых и на рогах кататься. Или вот на таких. Вот, золотая сбруя. Ух ты. Видали, да? Ну, как украшено. Ну, ну, для детей, наверное, да? Где-то катают на таких. Фоточки можно поделать будет на память. Ну, красиво, да? Ну, вообще Владивосток, конечно, центральная часть, ага, вот то, что я был, посетил, успел, да, ну, довольно красиво все выглядит благодаря вот этим строениям начала 20-го, конца 19 веков. Ну, еще при царе его, соответственно, основали. Город-то молодой, в общем-то, ему всего лишь сколько, 150 лет, где-то так, ага. Могу ошибиться, это, извиняюсь, ну, Википедия вам подскажет. Ну, город молодой, а. Вот тут, в принципе, локации такие интересные, можно вот погулять, здесь много зданий тут. Вот, смотрите, как тут украшено все. Вот этот проспект. Вот так вот. Машин очень много. Но тут рельеф, тут же на холмах он находится, поэтому без машины, я не знаю, тут не находишься, поэтому надо транспорт. Причем говорят, у жителей, у семьи, наверное, по две-три машины. По две-три машины у семьи. Потому что, ну, мужу, жене, да еще какая-нибудь там, которая это самое для города, какая-то для этих разъездов там куда-нибудь, на рыбалку, еще куда поехать, не знаю, куда тут ездят, а ну, короче, по бездорожью. Такие вот здесь украшения вот таким образом. Так, что там написали еще? Ты что? Какие еще? Где тут какие? Это, о чем вы говорите? Это прогулочная улица. Тут люди гуляют, фоткают, снимают все. Вон там, кстати, здание торчит. Правительство Приморского края. Ну, Владивосток это же еще столица Приморского края, если знаете. Соответственно. Вот. Развалины. Ну вот точно, скорее всего, развалины стратегические. Это вот с этой стороны эти дома, они как бы такие красивые, обделанные, а вот туда зайдешь, там оно такое все некрашенное такое, все такое, все эти коммуникации. Но здесь вот так вот красиво сделали. Смотрите, это Антон Павлович Чехов, что ли, да? Дама с собачкой или что такое, я не знаю. Это что такое за рисунок? Что-то такое из прошлого века еще. Вот. Что-то мне уже подзамерзать стало, наверное.
Ну, говорю, вот немножко такая питерская архитектура, да. Как бы. Конечно, в Питере там помощнее все будет. Ага. Но здесь очень-очень похоже. Ну, основная часть зданий центральная это конец 19-го, начало 20 веков. Ну и еще сталинский ампир, как бы есть вот это сталинские здания. Тоже такие помпезные довольно. Ну а дальше уже откуда туда от центра, там уже, соответственно, хрущевки, как Брежневки там и так далее. Вот уже. Ну и строят уже более-менее такие, сейчас уже дома в современном стиле. Тут даже какие-то небоскребы есть во Владивостоке. Тоже строят современные дома. Видел, вот, смотрите, вот тут доктор Смок опять сигареты. Любит так вот тут курить. Здесь найдешь ты свой дым. Дым найдешь. Ладно, не рекламируем. Но кто-то даже на гитаре стал играть. Вот сувениры. Тут туристы из Азии приезжают. Им надо сувенирчики. Там всякие разные здесь сувениры. Матрешка. Матрешка. Чем-то Арбат, да, напоминает? Московский тоже похоже. Там вот для иностранцев в таком же духе. Так, а где это? Барт какой-то, гитарист стал петь. Сейчас мы его обнаружим. Ух ты, блин. Блины, да? А вон он, одиночкой. Тут можно покушать. Или что тут такое? Что люди сидят? А, да, кушают. Что-то кушают. Ага. Какая-то перекусочная кафешка. Вот он песню поет. Похоже, собственного исполнения. Ну что, надо же, если талант есть где-то. Ну, тут может кто подаст ему копеечку какую. Может, прохладненько, наверное, поэтому особо поют. Я знаю, тут были раньше, ну, летом, по крайней мере, музыканты стоят, выступают. Так, еще вам покажу. Вот тут архитектура. Смотрите, какая тоже какой-то старинный дом. Тут указатели. Кимоно. Вот. На этом китайский, корейский язык вижу есть. Написано куда-то туда. А там темно. Люди фоткаются. Так, а гирлянды, получается, только вот до сюда висят. Вот такой промежуток завесили, а дальше уже тут ничего нету. И причем, смотрите, гололед. Так, а тоже какой-то этот кафе. Кафе. Кофе. Тоже можно зайти, погреться, если вы замерзли. Лампочки вот такие вот, типа ретро. Типа ретро. Так, мне тут не грохнуться, слушайте. Поэтому льду еще не хватало. Кофе. Кофе, короче, можно купить. А тут вот улочка такая интересная есть, смотрите. Адмирала Фокина 5. В китайском стиле. Видали, да? Фонарики вот эти вот. И здесь разные заведения. Кофе. Тут что-то... А, тут мармелад продают, да? Мармеленда. Вон там конфеты, короче, сладости. Сундук. Подарки, сувениры, одежда. Магазинчики такие. Миниатюрные магазинчики.
кофе, магазин, кофейня. Вот кофе сидят, люди пьют. И вот эти вот китайские фонарики. Так, все украшено. Прикольно. Ну, тут мест вот таких вот интересных, да, в центре их тут достаточно, можно походить. О, даже это что, это какое-то растение, да? Где там, видать, росло по зданию турфирма. Ну и все, да. Там уже, наверное, делать нечего, туда лучше не ходить. Вот такая вот улочка здесь. Бум-бум. Сосульки. О, сосульки. Смотрите, сосулька. Кому там лед нужен? Вон. А вот лёдки есть. Лед. Кстати, море замерзшее. И по морю ходят. По морю ходят. Пешком. Рыбаки там что-то рыбачат. Ну тут как бы он же в бухте находится. Бухты с этих в море, как залив Петра Великого. Залив Петра Великого, а потом уже японское, да, и вот Владивосток в этом заливе Петра Великого и находится. Еще тут какие-то еще заводи, там, короче, куча тут островов всяких, и так далее. Остров Русский. Ой, что у меня уже рука застыла. Слушайте, ну еще минут 5, наверное, и все. Я тут дойду до села. Тут еще сколько ходить-то, смотрите. Можно улететь куда-нибудь. Вон тут тоже, смотрите, сделаны качели. Кто-то постарался. Вот. Качели вот сделал. Качели. Можно покачаться. И вот тут магазины. Разные сувениры. Продуктовые. Азиатскую еду продают. Всякую разную. Вот здесь вот Винлоп. Магазин, где продают алкоголь. Ну, в такую погодку вообще вот хорошо, конечно, знаете что, глинтвейн такой горячий с градусами. Выпить вообще по кайфу будет. И вам тепло будет. Универмаг какой-то. Магазин маленьких штучек. Да. Так, все, наверное. Минисо. Что за Минисо? Ну, сувениры, вот, короче, всякие сувениры. Мини-март, продукты. Такие небольшие. Улочка небольшая, коротенькая, можно по ней погулять. А вот туда, вот если дальше идти, это выход уже на спортивную набережную. Там она длинная, можно. Там спортсмены бегают, короче. Азиан Маркет. Азия Маркет. Вот. Всякие разные товары из Азии. Косметика, Таиланда, Япония, Корея. Ну да, надо сейчас с России поворачиваться. Все-таки от Европы как-то надо в другую сторону, я считаю. Хугу. Потому что что-то европейцы совсем не хотят с нами дружить почему-то. Эта елка что-то тут украшена как-то она. Поэтому, ну, не хотят, так не хотят, ради бога. Навязываться, что ли. Ну, друзей надо находить новых, если те не хотят дружить. Что теперь сделаешь? Насильно мил не будешь, как говорится. Ну все, я пошел в другую сторону. Вот вам показываю красоту местного Арбата. Тут веночки такие рождественские, все так вот сделано. Колоритно, подсветочка вот такая вот. И тут, что мне нравится, вот эти вот переходы между зданиями или внутри здания, они вот подсвечены вот так вот.
гирляндами. Вот, смотрите, тут какой-то ресторан или кафе. Там люди сидят. Кстати, много, все занято людьми. Овсянка, кафе, терраса. Лампочки под старый стиль сделаны. Ну, тут еще улица вот тоже прогулочная рядом находится. Ой. Там тоже в таком же стиле, но там вот этих гирлянд только нету. И там тоже много кафе вот этих вот. Туда приезжают на выходные, отдыхают. Вот. Еще один переходик сделан. Вот. Или я его показывал? А, нет, не показывал. Не показывал. Давайте посмотрим, что тут интересного. Какие-то надписи. Ну, это уже не картина, а обычные, как это, рисунки вот эти рисуют. Ты тут вот проходишь, вот так вот проходишь. Тут какое-то заведение. Весталшоп, а что она раздетая? Культура, или что это написано? Культура черри. Да, бедная девушка. Водить бы ее. Весталшоп. Не знаю. И тут уже вот так вот темно. Тут уже темно. Тут машины везде. Все машинами заставлено. Тут еще здание. Тут, короче, раньше при царе эти китайцы, говорят, жили. Тут было миллион, что даже не сосчитаешь. И эти тут полицейские боялись сюда вообще заходить. Тут свои какие-то были законы там и так далее. Ну, короче, кошмар был. А потом в советское время тут порядок навели. Более-менее стало нормально. Переходы такие вот интересные. Даже как в Питере есть же вот эти. Заходишь в переходы. Такие вот колоритные дома какие-то. Стариной такой пахнет, древностью. Ну, тут еще вот покрашено, кстати, стенки. Вот так есть места, там вообще такое все некрашенное, кирпич. Ух. Так, ладно, вот я сейчас до сюда дойду, вот до сюда, читаю ваши комментарии и отключусь. Это я уже замерз. Скажу, пойду греться домой в теплый душ приму какой-нибудь горячий, чтобы погреться, так вот тоже ходить. Ну, хотя мороза нету, по сравнению с Якутском, конечно, тут вообще по кайфу вообще, русский. Но если бы в Якутске такая погода зимой была, то вообще здорово было бы. А там минус 50, да, туман еще, господи, боже мой, куда только люди, да, так вот, так подумаешь, куда только людей, как это, не заносит, ага, судьба. Такие вот места есть, ага, там туда добраться-то очень сложно. Очень сложно, ага. Но там они живут, там стоит по зимнику или только как-то в вертолетах добираются. Ну, живут. Так, дальше читаю комментарии. Так, сейчас. Так, ты что творишь? Так, вот это я читал. Так, дама с оленем. Это не олень был, это лошадка.
Это лошадка и, значит, украшена так. Тима, не узнаю город, где ты? Владивосток. Ну, на выходные решили тут отдохнуть, походить, подышать воздухом. Не ходи туда. Уже сходил. Хлеб поступил. Ну, наверное, да. Качество видео какой ты размытое. Зайди в настройки. Нажать на качество видео 1080 FPS, пожалуйста. Ой, не знаю, там качество. Я же вообще сложно тут со стрим качество-то какое есть, такое есть. Тут ничего лучше не сделаешь. Привет, это какой город, Владимир? Это город Владивосток. Это вандализм, а не рисунки. Ну, есть хорошие, красивые рисунки, а есть это, конечно, какая страна. Россия, Якутия страна. Нет, тут не Якутия, тут Владивосток, тут Приморский край. Не знаю. Так, либо Москва или Питер. Нет. Владивосток это крайняя точка. Сейчас, кстати, сколько у нас? Сейчас посмотрю время. Уж 8 часов 10 минут уже. Как я вот час 6 минут стрюмлю. Ну ни черта себе. Вот это я герой. Так. Приморский край, город Владивосток. Тут Японское море. Рядом Япония. 900 километров до Японии. Отсюда, короче. Тут японские машины продают. Тут машины в основном у всех вот эти вот, как они называются, с другой стороны-то. Подождите, праворукие, да? В основном. Но они дешевле, а рынок здесь большой привоза этого автомобилей. Тут много продают товаров морских всяких, крабы, икра, креветки и так далее. Ладненько, что, давайте. Тут я уже по второму кругу пошел, час засиделся. Пожалуйста, сделайте, пожалуйста, на камере видео. Это я стримлю вообще вот этой программой, самой, без всяких, обычной программой, которая встроена в Android, ее родной, без всяких этих. Поэтому как тут что делать, она автоматически настраивается. Как-то настроить невозможно тут. Ну, зависит от качества связи. Все, тут я не в состоянии ничего. Я уже завершаю. Вот, видите, это не олень, это лошадь. Лошадь с крыльями. Как лошадь. Делают крылья, даже пони, да? Как бы пони, лошадки раскрашивают. Ну, для детишек. Детишек покатать. Вот такие лошадки прикольные. Снег там убирают. За лошадьми, что ли? Во. Вот так вот. Ладненько, что тут люди идут, да идут. Вон там, кстати, виновники, винный бар есть. Можно там напиться и пойти гулять куда-нибудь еще дальше. С горок покататься. Которые вот на площади здесь рядом находятся. Каток там есть, коньки на прокат дают. Короче, вот так вот. Ладненько, что, давайте, все. И тут не ходите в укрых. Ладненько, так. С Новым годом, с Новым годом, да. Игорь. Сколько икра стоит там? Икра, короче,
банки по полкило, 500 граммов, да, икры стоят 4 700. Продаются банки в 2 раза меньше, 250 граммов. Ну, вот таким образом. То есть это килограмм икры 4, ну, 9, да, тысяч стоит. Где-то так вот. Ну, сейчас все подорожало. И тут тоже цены в Владивостоке подорожали. Короче, как и везде. Вот. Ладненько. Так. Ну все. Все уже точно. Ага. Давайте. Что такое маленькое видео? Надо большое видео. Ну да, ага, ну сейчас везде, так что вы хотите? Вот в Москве будете, да? Там рядом с Красной площадью есть магазин «Первый гастроном». Зайдите туда просто для интереса, конечно. И посмотрите, сколько там икра стоит. Там по 100 тысяч баночка икры стоит. Вы что? Ну, по 16, это самая крутая 100 тысяч, а? Так, по 16 тысяч эта баночка 100 граммов. 100 граммов баночка. 16 тысяч 100 граммов баночка. То есть килограмм 160 тысяч. Не хотите? Не хотите вам? А так что это еще за 9 тысяч копейки. Так что... Ну, можно купить не эту, не лососевую икру, а какая-то вот икра минтая продается. Она дешевле. Значительно, но, к сожалению. Можно щучью икру купить. Тоже, да. Но, к сожалению, все это не то. Не то. Мы как красную привыкли икру кушать, да, как бы, да. Ну, еще икра красная. В принципе, даже у карася икра есть. Вот взяли карася, купили там за 300 рублей килограмм, а у него может икры там, ага, полный живот. Поэтому тут... Ну, а красные так и стоит. Короче, 500 граммов 4 700 здесь. Ну, не знаю, может быть, где-то есть места, где можно подешевле. Ага. Но на рынке вот здесь такая цена была. Качество очень... Ну, ладно, все, давайте, все. Всех с наступившим Новым годом. Это Якутск или где он? Точно не запад России. Это Владивосток. Город Владивосток, дальневосточный регион, столица Приморского края, столица Дальневосточного федерального округа. Это вот здесь вот улица. Люди гуляют. Сегодня здесь градусов минус 5, наверное. Еще снежок тут лежит, который выпал 31-го накануне Нового года. Ну и с тех пор он как бы еще тут не растаял. По сравнению с Якутском, ага, во Владивостоке совсем не холодно. Тут даже жарко по сравнению с Якутском. У нас минус 50, а здесь всего лишь минус, ну, ночью до минус 10 градусов доходит, а днем минус 2 где-то так. Конечно. А что, мы шли туда? До нас икра натуральная не заезжает в Иркутской области. У нас 55. Охо-хо-хо, ни черта себе. Повезло. Это где, в Аймиконе, да, минус 55 уже. Ну, похоже, да. Ладненько, ага, все. Всем было спасибо, что смотрели. Ага. С наступившим Новым годом. Надеюсь, в новом году будет хорошо. Год нас не разочарует. Якутск, Назар, Лиский. Слышишь, что такое слышишь? Что он писал? Что там такое? Ладненько, а? Все. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, тут Владивостока еще поснимаю. Там видосики для вас. Можете будет потом подойти и посмотреть.
Все, всем пока. Так, как завершить его? Вот так вот крестик нажимаю. Так, завершить трансляцию.